Скажіть, ці чулі ви про затримання журналістів на тим тижні? Так, І як ви ставитеся до гэтага? ну вельмі адмоўна. То бок трэба, каб было свабода слова ў нашай краіне. Я разумею, што гэта адбываецца не проста так. За гэтым стаяць адмоўныя лічнасці. Ну, что-то слышал. Ну и что? А як ви ставитеся до гэтых затрыманняў? Безразлично мне. Пусть всех посадят. Ну как, адмоўна, нельга журналістаў чапаць, яны людзі вот, хорошие. Лично я никак. Ну, скажем так, повлиять я на это не могу, помочь им, к сожалению, тоже не могу. Это, конечно, печально. Я вне политики, поэтому в данный момент я как бы даже не в этой стороне особо нахожусь. Поэтому много чего сказать не могу по этому поводу. Пока я ничего не думаю, Чому? потому что у нас непонятно какая. Ну, если уже они нарушили там какой-то закон, который вступил в силу когда-то, или, может, недавно. Ну, тут два варианта. Они не знали об этом законе, поэтому, но если знали, то должны наказание понести. Все правильно. Я думаю, вы знаете новость по поводу Министерства здравоохранения. Параллели можете провести? Вот. Разве можно журналистов арестовывать, затрымливать? Ведь от них мы узнаем новости, я надеюсь, справедливые, точные. А без журналистов будем жить в своей коробочке. Ничего не будем знать. Ребята, В политику не лезут. все отлично, все понимают, к чему это идет. Вот и все, коротко и ясно. Тут даже нечего Все лишнего говорить. отлично понимают, к чему все идет. Вот и все. Так что сами знаете, что почему никак. Вы да лучше знаете. А я не знаю, мне что-то рассказывали, что там не все так однозначно. Да, что там как бы просто это была халатность и с той стороны, и с этой стороны, а ей просто воспользовались. Спасибо нашему государству, великому и могучему, президенту. А як ви думаєте, чи є свобода слова у Білорусі? Тоже, знаете, так. Меня за это не посадят потом. Ну, вроде как не особо. Ну, хотелось бы лучше, конечно. Люди боятся иногда говорить что-то.